запись пошла. Новая мечеть. Такая вот шикарная. Здесь новые небоскребы для элиты города. И у обычных людей, конечно, здесь обычные люди не проживают не по карману, потому что видите, какой там узор красивый. Вот у них, смотрите, как все сделано тут. У них шикардозно. Да. Ну, мечтать только остается. Да, большинству сограждан. Ну, это улица Пирогова. Впереди республиканская больница. Вот эта улица у нас куда как она? Курашова, да? Или Стадухина? Стадухина, по-моему. Ну, вот эти дома Стадухина. Здесь вот с правой стороны заезд будет в республиканскую больницу и роддом. И, кстати, роддом. Гаражи, вот тут так все у них. Почему гаражи не убирают? Интересно. Надо же вывозить их за город куда-то. Что такое? Прямо в черте города. А, да, вот это вот Курашова. Республиканская больница. Вот рядом с ней вот это беленькое, не видно здание, там двухэтажный роддом. А смотрите, стена как расписана шикарно. Роспись. Национальный колорит. И здесь тоже вот гигантские росписи. Эти дома МЖК, молодежный жилищный комплекс. Еще в 90-х годах постройки начала. Ну, а это вот у нас недавно построенные вот эти небоскребы. 16 этажей, по-моему, да? 16-этажный. С правой стороны рынок крестьянский. Ну, а здесь по бокам кафешки, продукты. Так, пробка, опять пробка здесь, конечно. Так, а вот эта дорога идет вдоль крестьянского рынка. Ну, сегодня у нас воскресенье. Вроде бы, да? Или... А, нет, сегодня понедельник же. Сегодня понедельник. 22-е, завтра 23-е. Но не рабочий день сегодня. Рынок. Вывеска. А здесь вот эти вот дома. Шикарные тоже. Такая дорога. Впереди стадион Тоймада, на котором проводились игры Дети Азии. Неоднократно было открытие. Потом там легкоатлетический манеж, соответственно. Таким образом. Но движуха вообще интенсивная. А туда, если повернуть, там парк культуры и отдыха. Вот идем, едем навстречу солнышку. Вот тоже дома. Сколько им лет-то всего? Года 3, наверное, 4-5 от силы. Крытые балконы у всех, естественно, уже сдаются, чтобы люди сами не ляпали себе. Чтобы все было в одном стиле. И не портило вид городского ландшафта. Вот. Телеком здание. И вот здесь вот мы едем вдоль таких вот хороших домов. КПДшечки пятиэтажные. А вот этот дом, здесь Медлайн находится. Медлайн. Ну, медицинская какая-то экспертиза, если вам надо пройти что-то там. Для работы.
Ага, для работы, типа, за деньги. Так, эта улица-то у нас Петровского. А, да, Вилюйский трактор, переулок. Как называется? Там дальше, по-моему, Вилюйский. Ну, короче, Петровского вот так вот переходит плавно. А здесь отвилочка будет на улицу Чайковского. Улица Чайковского, это у нас Сайсары. Вот здесь вот такой вот торговый дом шикарный. С площадкой детской. А здесь вот такие вот хоромы. Коттеджи или как они. И вот сейчас с правой стороны вот этот вот дом, где продаются недорогие квартиры. Но здесь вот одно окно, да, одна квартира. Муравейник. Ну, относительно, конечно, недорогие. Сейчас все дорогое. Даже и тут вам кучу бабла надо отвалить, чтобы в таком муравейнике поселиться. Где все прекрасно слышно, всех соседей со всех 4 сторон. Сверху, снизу, сбоку. Кто что делает, играет, говорит, все слышно прекрасно. В туалет ходит. Такое ощущение, как будто бы живешь в одной общей коммунальной квартире. Ну это, вот там объявление, продают дом. Кстати, вот этот вот. Спиловка мяса. Чайковского. Надпись интересная. Проехать. О, можно, да? Ильминская, Лунгина. Ага, давай. Сайсары, вот район Сайсары. Якуза, автомойка. Ух ты, какая. Это что, поставили, да? Мачта сотовых связей. Вот это банкетный зал. Кстати, проехали. Какие еще домики. Типа барачного. Типа вот домик. Еще такая деревяшка историческая. Ну все, ну это у нас улица Каландарашвили. Это Чайковского. Чайковского вот это? Не, вот это. Вот это Винокурова будет. Винокурова? Да, вот сворачиваем на Винокурова. Каландарашвили там получается, да, кончается? Да, вот здесь где-то. Винокурова, значит, да. Тут где-то Сайсарская баня должна быть. Там, в той стороне. Сейчас ходим сюда. Ни разу туда не ходил. Как-то магазин Ремикс. Сверхпопулярный. Вот эта вещь, что-то дом. Супер. Дорогу-то совсем не сделали. Может, на Винокурова все проедем. Да. Она стоит. Винокурит. Такая фамилия странная. Мне она всегда, она как бы популярная, да, и вот это почему назвали человека этого Винокуров? То есть он, получается, вино пил и курил, да? И фамилия такая. И довольно популярная в России фамилия. Тут смотрите, какую домину. Тут когда-то был МПЦ, но его отсюда убрали. О, братчик погорел уже, но кто-то там еще живет. Подмерзло. Сейчас вообще шикарно. Конечно, зимой, когда лед, все это дело ходить можно куда угодно. Ходить. Смотрите, какие дома. Исторические такие древние какие-то постройки обновленные. Улица Винокурова, 43-41. Все, конец ей. А сейчас переходит в Ильминскую. Ильминская Сайсары. Смотрите, какие здесь долины. Ух. Автозапчасти, смотрите.
частный сектор. Вот в принципе вот это можно, ну, как-то надо выкупать, даже чтобы тут застраивать. Ну, здесь вот застройка не идет, потому что вот эти частные дома, в принципе, площади там много, как бы, в городе, где можно что-то, ну, вот такие вот частные территории, они мешают строительству, чтобы город был более как-то компактный. А это мы куда сейчас приехали? Ильминская, Ильмина проезжали. Лебедина, да? Ну это Сайсара, да, где-то? Или где верный салон? Собаки, о, собачки. Как тут, о, даже побежала, что ли? Ну, это... Смотрите, как теплотрасса. Так вот теплотрасса идет в землю, нельзя ее ложить. Не ложат, а так сверху. Коммуникации как... Я такой один дом видел в Париже, там музей современного искусства Жоржа Помпиду, там тоже все вот эти коммуникации, они наружу сделаны, все трубы, такое интересное впечатление. Ну, как говорится, арт такой новый. Дом А это что за улица? О, смотрите, человек весь в желтом, как он не успел его схватить, то есть его, в принципе, издалека видно, еще может у него даже отражающий, как бы, вот он с палочками шел, как бы для здоровья, полезно, и в то же время у него защитного цвета отражающего одежда. Издалека видно, вот по таким дорогам надо обязательно одевать на себя светоотражающие элементы или элементы, да. Элементы это немножко другое. Ух ты, какой домина-то. О, тоже еще один муравейник, да? Как бы, какой он красивый. Смотрите, цветными какими-то пятнышками. То есть не однотонный, а так вот придана такая у него интересная краска. Что туда подъедем? Снимаете? Вот и этом погорели. Ну, выдавали там всяким. А вот это вот, да? Да. То есть это самый такой, как говорится, ну, люди такие без достатка, да, здесь проживают какого-либо? Не совсем. Чтобы раз они погорельцы. Ну, погорельцы всякие, малые. Ну, вообще на отшибе, да, как бы, да? Да, вот 3 дома идет. Ограды такие маленькие, балкончики. Так, ну что, вот дома погорельцев, говорят, что здесь люди с небольшим каким-то доходом проживают. Посмотрим, походим. Ну, дорога-то тут нормальная, в принципе. Как бы такая. Адрес какой? Билибина. Новые дома вот такие, балконы у них тут, пожалуйста. 17/3. Вот такое вот все. Ну, в принципе, неплохое. С виду-то. Видите, как сделано. Железные такие трубы, и на них что-то стоит. Ну, балкончики, конечно, здесь... Ой-ой-ой. Смотрите. Ха. Такое вот все. Холодильники у них здесь. Всякая беда. Часточки такие. Земля. Как-то на таком отшибе все сделано. Как будто бы это... И специально людей изолировали от общества. От общества изолировали людей, чтобы они... Ух ты. А это что за заход такой? О, там собаки. Смотрите, собаки там. Не накинутся, нет?
Тут им тепло, смотрите, они вон лежат на таких этих. Это матрасы какие-то. Видно что-нибудь вам? Вот они здесь лежали, убежали туда куда-то вдаль. Сваи. Вот, прикольно. Ну и с другой стороны вот этот вот дом вот так вот выглядит. Ну что, куда? Сайсары, вот там вот Сайсары. Смотрите, а тут как-то интересно, смотри. Это почему-то так и так вот. Тропинка. Почему интересно? Она так сделана. Можно, интересно, туда пройти? Ой, ай, о, ой, 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 что-то у меня все тяжело. Так, как-то надо будет обратно. Обратно мне неохота посюда лазить, слушайте. Приходится на корячках ползти. Ой, но зато здесь какой-то пустырь. Тут, наверное, какие-то озера или что тут такое. Интересно, что же здесь такое? Почему тут ничего не построено? Наверное, здесь озеро, точно. Вот я вижу камыши здесь, а где камыши, значит, там обычно какие-то водные пространства. Ну вот так вот, смотрите. Можно так вот гулять. Тут собак выгуливать, наверное, милое дело, да? Вот где, куда надо собачников-то селить? Собаколюбов. Вот сюда вот, чтобы они здесь со своими собаками ходили. Ну, мусор кто-то выкинул. Ай, беда, беда. Не донесли до помойки. Вот так вот у нас все загаживается. Кто-то кинет. А и таких, оказывается, очень много. И все. Вот еще пакет. Да. Потом это все ветром разносится. И мы живем в мусоре. Мы живем в мусоре. Ой-ой-ой. Так, а это куда мы вышли-то? С какой-то другой стороны, да? Чего-то. Тут, наверное, собачарня. Я почему-то боюсь туда идти. Что там у нас? Что там такое? Хорошо сегодня. Какой солнечный денек у нас. Шикарный. Да, везде. Такое все. А тут какие-то кузова машин. Тут собаки, наверное, да? Лазят, точно собаки. Куда это вышли-то, а? Куда это пришли? Первый раз в этом месте. Первый раз хожу. Что это такое? И с чем это едят? Так. Билибина 13-7/7Б. Бочки. Гаражи. Билибина 13. Вот здесь у людей какой, смотрите. Это для машины, чтобы ремонтировать. Такой. Ну, удобно. Все. Сейчас тем более ходить. А это что такое? Вот это вот что такое? Вот это что такое? Ой! Автобус.
почему он такой весь, и он и в аварии, наверное, был, да? Весь какой-то помятый. Жуткий автобус, кузов. А это что, дырка прорезана такая, да? Ага, точно. Такой автобус здесь. Кузов. Так, вот здесь пустырь, короче. Сворачиваем обратно. Да, сегодня денек-то все шикарный. Продажа, смотрите, продают. Хоромы, кому надо? Территорию. Ну, территорию, дом-то, конечно, уже все, уже кирдыкому. Землю кому-то надо, может. Сколько оказывается земли в Якутске. Очень много. Очень много. И такие какие-то пустыри. О, собаки. Ну как без собак-то? Тут везде собаки. Везде. Частный сектор у людей. Для охраны, конечно, домов. Соответственно, у них там собачки. Да даже, может, даже не одна собачка. Новосайсарская 5/3. Новосайсарская улица. Смотрите, снег какой здесь чистый. А почему такой чистый снег? Потому что тут мало машин, мало транспорта. Соответственно, основной источник загрязнения у нас в городе это машины. Ну, летом, я думаю, тут вообще сложно пройти. Вот такая мысль. Но в сапогах резиновых там можно. Гаражи у людей частные. Железные. Очень удобно вышел. И вот мы выходим. Еще один дом здесь в Сайсар. Вот такой вот дом. Такие вот постройки здесь. О, шикардозины. Льды. Производственный набор мальчиков для девочек. Значит, специальный зал Титан. Титан. Ну, здесь в Сайсарах-то надо обороняться. Обязательно 100%. Иначе вас тут побьют. Кости ваши потом найдут объеденные собачками местными. Косточки. Новокарьерная. Накура. А вот тут что-то новое строят. Кафе есть поесть. Автосервис. Люди стоят, ждут автобуса, когда приедет. Я что-то помню, тут по весне так тут лужи такие были, да? А сейчас здесь дорогу сделали. Ух ты, это что там такое? Герои